Жизнь сложна, многослойна и неоднозначна, особенно для тех, кто испытывает алкогольную зависимость. Казалось бы, один шаг, ошибка, и в итоге места не столь отдаленные. Сложная криминальная история. Сегодня в ток-шоу «Откровенный разговор». Реальное количество преступлений в Кыргызстане в 30 раз больше, чем регистрируется в органах правопорядка. Коэффициент количества жертв краж со взломом 4% на 100 тысяч человек. Всего 22 тысячи случаев за последние 12 месяцев. Официальная статистика говорит о 147 случаях. 50% населения республики так или иначе являются жертвами какого-либо преступления. Однако правоохранительные органы называют лишь 5%. Дело в том, что они измеряют разные вещи. Зарегистрированные нарушения, совершенные две разные графы. Это Андрей Худяев. Недавно получил 7 лет лишения свободы в местах не столь отдаленных. До этого работал на кирпичном заводе, воспитывал детей. Не хватало денежных средств на пропитание. Пришел к выводу, что воровство в сложившейся ситуации – выход из положения. По 2 фактам краж попал за решетку, о чем сегодня крайне сожалеет. Да, вот еще тем людям, которые я принес горе, боль, прошу простить меня, пожалуйста. Сорокалетний кыргызстанец Андрей Худяев, уроженец Московского района, работал на кирпичном заводе. Маленькая заработная плата, имел 2 детей, супругу. И вдруг не возьмись, встает на легкий путь заработков. 7 лет в местах не столь отдаленных. Ему есть чем поделиться, о чем рассказать. Давайте его встретим. Добрый вечер, присаживайтесь. 7 лет срока – это треть жизни. Сейчас жизнь ускоряется, мы, по сути, многое пропускаем, многое упускаем. Вот сегодня, с высоты пережитых лет и пережитых обстоятельств, вы что-то бы поменяли в своей жизни? Да, поменял бы. Вы работали на кирпичном заводе, Да. Получали зарплату. Да. Вам не хватало? Вы из-за нужды или в большей степени из-за того, что постоянно были пристрастны к алкоголю? Да нет, не постоянно, но Ну так что это, раз в получилось. неделю, через день? Ну, по праздникам. По праздникам. А праздник практически Или каждый день. когда уставал. Потому что иногда работал по 2 смены. Не хватало средств, и вы решились зарабатывать в легкую, да? Да нет, это так предложили просто. Кто? Подельники? Ну, друзья? Друзья? Закадычные? Ну, Что они сказали? ну как что? Давай другим способом деньги будем добывать. Ну, давай. Вот и добывали. Ну, вы выискивали жертву для того, чтобы ограбить или что? Отсматривали объект? Расскажите об этом. Это будет, в принципе, методология для того, чтобы люди были настороже. Ну, как сказать? На ура, можно сказать, шли. То есть не подготавливаясь. Мы же не планировали это. Но вы грабили тех, кто встречался вам на пути? Да. То есть вот увидели, допустим, состоятельную женщину или парня, у которого что-то может быть гораздо больше, чем у большей массы, да? Нападали. Что вы делали? Да, отнимали. Отнимали. И все. Это был первый срок? Второй. Второй. И первый был таким же? Первый у меня как? Молодой совсем был. 19 лет. У меня собака была. И там один человек говорил, не ходи здесь с этой собакой, а то я застрелю ее. Почему? Я ходил с ним в парке, гулял, выгуливал, все как нормально. Никто не жаловался, а он взял, застрелил. Ну, я его взял, дом сжег. Вот так я Так отомстил. запросто? Да. Это что, было в отместку? Ну, отомстил ему просто. А внутри дома кто-то был? Нет. То есть вы дождались, пока не будет никого,
Или вам Нет. было все равно? То есть вы могли бы Нет, я сжечь... взял друзей двоих, пошел, осознанно хотел побить его, а он убежал. Но я взял ему дом, поджег. Дома не было никого. А если бы вы подожгли, а дома кто-то был, дети? Не, ну мы за это как-то... Я думал, То есть вы что поинтересовались? делаю. Не, думал, что делаю, потому что когда он убежал, мы так еще в дом зашли, туда-сюда никого нет. Я говорю, ничего не будем брать, там, воровать просто. Подожгем и все. Все, подожгли и ушли. А первый раз сколько вам дали? 6. То есть вы отсидели 6 лет, и сейчас вторая охотка 7 лет. Да. Вот если бы жизнь повернуть вспять, вы что-то бы изменили? Да. По-другому бы, наверное, жил бы. Учился бы побольше. Надо учиться. Что-то для себя познавать. А одно понял, что Легкие деньги до добра не доводят. не доводят. То Еще есть все бумерангом возвращается. Да, бумеранг, ладно, а еще людей приходится обижать. Некоторые люди же, может, они... Я даже вот так думал в тюрьме, у которых людей отбирал что-то, наказывал, может, им тоже очень трудно это доставалось. Но вас заставила, я так поняла, нужда? Или это было оправдание? Или это была все-таки вот какая-то алкогольная зависимость? Да, может быть. Или все это вместе? Да, наверное, скорее всего, все это вместе. Азарт какой-то там, алкогольное опьянение. Всегда хотел как-то отличиться там. Вот в 19 лет вы попадаете в места не столь отдаленные. А ведь только жизнь начинается. Ну, да, все свои молодые годы я провел в тюрьме. А дети? У вас 2 детей? Да, 2 детей. Ну вот сейчас, когда, возможно, дети обращаются к вам за советом, что вы чаще всего говорите? Учитесь, говорю, маму слушайте. Ну, дети, у меня отношения хорошие с детьми. Вы любите детей? Да, с женой не живем. Я женился во 2-й раз на другой женщине. А с детьми хорошие отношения, помогаю, чем могу. Ну, пока вот сидел там. Сейчас вы устроились на работу? Да, Кем работаете? слесарем. Нравится профессия? Да, Ведь она приносит очень много пользы, да? да, и люди Как-то уважают. Люди уважают. Вот можно было и начать с этого, правда? Да. С людского уважения, завоевания авторитета. Угу. Вот сотни мальчишек, миллионы мальчишек, которые сейчас прильнули к экранам, вот ваш рассказ, ваша история, она будет поучительной. То есть многие сейчас дезориентированы. Кто-то живет какими-то иллюзиями о богатстве, о том, как стать миллионером, как стать президентом, бизнесменом. И, возможно, где-то подумывают также послушаться друзей. Нет, если не надо так делать, лучше это, вот, например, пока молодой, если у тебя цель, иди к этой цели, ну, подальше от криминала, чтобы людей не обижать. А таким, как вот я путем пошел, не стоит. Просто много плохого от этого исходит. Вы Потом, сожалеете? да, потом она в душе такой камень-то. О чем вы мечтаете? Ну, чтобы у меня нормальная семья была. Сейчас вы женаты? Да. Хорошая супруга? Да. Дети есть? Ну, есть. Совместный ребенок? А, нет еще. Еще пока нет. Но вот видите, вы устроились на работу, что-то уже поменялось, уже есть авторитет. Ну, осталось только вот выправить все остальное, да? Казалось бы, и семья есть, и супруга есть. Все пошло на лад. Да, все вроде бы. Осталось только держать... С алкоголем завязали? Да. Ну и прекрасно. Очень хотелось бы, чтобы мы сейчас услышали вторую историю, которая меня задела до глубины сердца. Грабеж, убийство – это и многое другое, о чем сегодня поведает
Аслан Степаненко. Давайте его встретим. Присаживайтесь, Аслан. Добрый вечер. Аслан, вы так молоды, вам всего лишь 35 лет и уже 4 судимости. 4 судимости за плечами. Это много, наверное, в 35 лет? Да, много. Ведь вы сейчас молоды, можно начать жизнь с нового листа. Как вы Ну, думаете? вот сейчас вышел, вот сейчас все завязал. Но ведь ваша ссора с вашим работодателем тоже началась с пьяного угара, да? Когда вы поругались. Расскажите об этом. Ну, ушел я сам виноват, ушел с работы. То есть поссорились с работодателем? Да, он, А кем вы работали? ну, я у него грузчиком в Маевке работал. Так. Ушел от него, потом вот. Выпили. Да, случилось так. Шла девушка, да? Или кто шел впереди, вот Да, впереди девушка. вас? Время у нее спросил, она мне телефон. Она у вас спросила время. Можно погромче? Нет, я у нее спросил. А, вы спросили телефон, время. да. Так. Ну, она мне вот так в лицо сунула. И- Сотовый. Да. А вы просто убежали? То есть забрали и убежали? Нет, я побежал, а потом меня догнали, я ей обратно отдал, извинения попросил. Ну, там другие, говорит, задержали меня. То есть из-за того, что вы вот сделали попытку грабежа, вас сразу Да. упекли. Но, наверное, это было неспроста, да? До этого были какие-то более тяжкие обстоятельства, да? Нет, не было такого, мне первый раз. Убийство. Да. Вы говорили, что было убийство. Вы Да, совершили убийство. за сестренку. Ну, расскажите об этом подробно. У вас была сестренка, Да, есть она. Да, есть у меня сестренка. Она живет также в городе. Да, в городе живет. Так. Сколько ей было лет на тот момент? На тот момент это 2002 был год. Ей было- 17 лет назад. Да. Мы там познакомились с одним. Ну и вообще это отца друг был. Так. Ну, Вам и сколько лет было? Мне было 16. 18, да? 16. 16. Так. Ну я им, если отца друг, я полностью ему доверял, думал, что все в порядке будет. Тоже ездил, работал. Где-то как-то подзарабатывал. Ну, старался не воровать. Старались, но все-таки воровали. Нет. А, Я на тот старался- момент не воровали. Нет, я старался работать. Так. Там с одной женщиной познакомился, она вот там гостиницу строила. Там по мелочи мне что-нибудь сделаю. И она мне хорошо платила. И потом вот вечером приезжаю, там шум, гам. Моя девушка выбегает, кричит: помогите, помогите. Девушка или сестренка? Моя девушка. А, ваша Мы девушка втроем выбегает. живем. Так. Да. Я как раз домой приехал. Он пьяный был. Ну, я там выпил. Девушка мне жаловаться начала. Вот Аслан на сестренку начал на этаж лезть. Ну, я разозлился. То есть была попытка к изнасилованию? Да. То есть это сестренка вашей девушки? Ну, оказывается, у этого мужика не первый раз было такое. То есть он за насилие сидел? Да, и я разозлился и убил. Что вы сделали? Убил. Вы его убили? Вы были в состоянии аффекта или это было умышленно? То есть вы не совладали с эмоциями? Ну, я сильно разозлился на него. Каким образом? Ну, то, что вот так сам с нами поступил. Мы его приутили себе, переодели его. Что мы кушали, то ему тоже давали. То есть отдавали последнее? Да. Вы его одним ударом? Как так случилось, что С сразу? 2 ударов. С 2 ударов. Это что было? Это был нож? Каким орудием? Нет, я его арматурой ударил. Арматурой.
Аслан, вот сейчас, когда у вас уже 4 судимости за плечами, когда, по сути, вам 35 лет, и вы спрашиваете себя, что в жизни произошло у меня хорошего, да? Вы наверняка такой вопрос задаете. Вот среди этих обстоятельств нелицеприятных были ли моменты все-таки, когда вы верили во что-то хорошее, когда хотелось исправиться, когда хотелось начать жизнь с нового листа? Да, постоянно. Постоянно в этом. О чем вы сейчас мечтаете? Ну, вот мечтаю обратно найти нормальную работу, жить, жениться, семью создать. У вас нет семьи. А девушка, за сестренку, которой вы постояли, она не дождалась вас? Нет, она умерла. Она умерла. От водки умерла. Как? От водки умерла. От водки. То есть и она тоже была алкогольно зависимой. Я поняла, что после этого убийства, это была первая судимость, да? Да. А позднее за что сидели? Ну так, по мелочам, кража. Грабеж? Кража. Кража? А вот жертва, которую вы убили, она не приходит к вам во сне? Нет. Не было Ну, такого? зато и другие живы. Как? Зато и другие живы и здоровы. Другие живы и Никто их не здоровы. насилует, не убивает. То есть таким образом вы решили порешить эту ситуацию, избавить от насилия других. Да. Но ведь это живой человек. Но это не человек уже был. Но вы же не имеете права, кто кроме Бога имеет право лишить? Он свою жену даже убил, он даже за нее не сидел. Такое у него. Ну, для этого есть правосудие. Ну, на это правосудие не смотрит. Аслан, но вы же не имеете права вершить правосудие. Вы не имеете права убивать. Ну, я же не смотрел бы, чтобы он мою сестренку изнасиловал. Как это? Так не пойдет. Вы сейчас, положа руку на сердце, сожалеете? Да, я сожалею. Вот в ваших ответах я не чувствую сожаления. Сожалею сейчас. Мне кажется, что все-таки вы до сих пор оправдываете таким образом себя. Ну, вот сейчас когда сын нашел сестренку, вот, нормально сейчас живет. Усыновили, удочерили. Вы удочерили, усыновили? Нет, ее удочерили, сейчас живет Сестренку? нормально всегда. Вашу родную? Да. Сколько ей лет? 32 уже. 32, но она вольна сама выбирать. Что же ее удочерять-то? Но она уже давно с ними живет. Вы мечтаете о детях? Да, у меня скуки, дочка есть. Есть дочка. Да. Заботитесь о ней? Я еще не видел ее. А сколько ей? Уже 14. А вы давно вышли? Да. Почему по сей день не встретились? Не знаю, она с другим сейчас живет. Как? Она сейчас с другим живет, я не хочу ей счастье ломать. То есть у нее есть другой отец? Да. Ну, она за другого вышла замуж. Ее родители против были, чтобы я с ней жил. А где ваши родители? Мои умерли. Сколько лет вам было, когда ушли из жизни ваши родители? Отец умер, когда деньги поменялись. Мама в 2002 умерла, первым. То есть это был 91 год, когда отец умер? Да. Чем вы сейчас занимаетесь? Какая профессия у вас? Сейчас пока вот ездим на кирпичный. На кирпичный завод? Да, Там работаете? Там работаем. Аслан, конечно, я благодарна вам за откровение, за смелость, что вы пришли сегодня поделиться своей историей. История, конечно, очень жестокая, сложная, непростая. Но мне, в свою очередь, очень бы хотелось, чтобы вы зажили совершенно другими ценностями. Не обязательно прибегнуть к грабежу, кражам, убийствам. Да? Это не выход из положения.
И еще одна сложная история, которую мы сегодня рассмотрим с вами и услышим откровение от Геннадия Сафронова о самом громком деле – убийство из-за бытовой ссоры. Добрый вечер. Вечер добрый. Геннадий, я знаю, что вам хотелось бы рассказать откровенно о том страшном дне. Что произошло 10 лет назад? Ну, что я могу сказать? Могу сказать, что человек, когда начинает употреблять алкоголь, что это может привести к таким неожиданным, непредвиденным последствиям, которые приводят к бытовой ссоре, допустим, к ссоре. Люди зассорились, что-то не поняли друг друга, там какие-то словесные допущения происходят между ними. Толкнул, там ударил. Вот так же вот у меня произошла ссора с моим приятелем, которого толкнул, он ударился. В конечном итоге он помер. Ну, так как все это происходило в моем присутствии, получается то, что я оказался виноват, за что получил А кто-то срок. еще помимо вас присутствовал? Нет. Только вы вдвоем? Да. Но он же не сам споткнулся и упал, Ну, да? я же говорю, толкнул. Вы толкнули. Вот, к чему? То, что вот, к чему я вот заостряю внимание, то, что алкоголь, вот это вот, как говорится, не отдача полного отчета, чем все это может заканчиваться. Это вот просто, чтобы вот молодое поколение там и так далее, чтобы как-то серьезно относились вот к этим расслаблениям, там, развлечениям. То, что вот может... сейчас, куда ни глянь, огромное количество клубов, ресторанов, где Ну, проводит да, юное да. поколение. Да, Напиваются, да, пристрастны к алкоголю, к наркотикам. да, И, по сути, в этом пьяном угаре они не замечают, как могут толкнуть. Да, Да, Мы да. недавно только знали, услышали случай, который произошел с гражданином Нигерии. Да, парень шел, значит, ударил, произошла перепалка, ударил, Да. и погибает человек. Да, вот обыкновенно, да, вот вроде, казалось бы, такого сложного ничего нету, вот, как говорится, бытовая ссора приводит к каким-то трагическим последствиям. В общем, чтобы как-то более серьезно относились к себе, к окружающим, и меньше позволяли себе то, что не приветствуется нашим обществом. Геннадий, столько лет потеряно. 7 лет. 8 лет. Ну, 8 лет. Так вот, кругло говорить, 8 лет. А там ведь в местах не столь отдаленных Не время длится гораздо дольше, нежели день. Чем занимались? Ну, читал, мастерил. Чем занимается? Работал, можно сказать, ну, творческие там, поделки всякие там. Чем занимается в наше время сейчас? А вы по профессии Электрик. электрик. То есть золотых рук мастер. Ну, золотых, не золотых. Ну, Но сейчас электрики на вес Да. золота, особенно хорошие. м. Но вы устроились на работу? Я еще в данное время нахожусь на колонии поселения. Все силы брошены туда. Так что пока еще на договор не вышел. Но надеюсь, вот в ближайшее время. Ну, очень часто, когда я посещала колонии, особенно женскую, 31-ю, 27-ю, мы приезжали с концертами для того, чтобы просто согреть сердца тех, кто находится в местах не столь отдаленных. И я слышала тоскливые песни о маме. А вы пели эти песни? Ну, я когда был-то помоложе, естественно, как-то мы приветствовали это пение, и гитара присутствовала. Сейчас как-то все больше на технический магнитофон, там эти бамбоксы, как-то вот что-то такое. Есть излюбленные исполнители? Ну, конечно, есть. Любые песни шансона, можно так вот сказать. Это круг? Да, это Кого целый еще? круг, да, целый круг поэтов, певцов, композиторов. Но, может там. быть, сейчас кто-то из вас исполнит песню, Ну, продекламирует стих? нет. Обычно Омар Хайяма все декламируют. Нет, я как-то этот момент уже оставил. Так, для души держу, но душа не для таких широких. Спортом занимаетесь?
Ну, стараюсь не упускать возможности. Арслан, вы? Ну, так как у меня спорт, у меня работа. Сотни, миллионы ребят, которые сегодня смотрят эту программу, и, возможно, они придут к своему логическому умозаключению. Вот вы произнесли замечательную фразу, что, оказывается, вот в пьяном угаре из-за бытовой ссоры может произойти непоправимое. Да. А что бы вы могли еще, Ислам, сказать? Но я бы хотел сейчас жить нормально, работать. А вот то, что не учились, может быть, сейчас нагнать? Есть вечерние курсы. Да, вот это вот хотелось бы. Машину водите? Нет, вот пытался, вот, не получалось. Вот, попал опять. Сегодня у нас Алибай Нышанбаевич, ветеран, ГСИН, полковник. Такие истории очень сложные и, казалось бы, по сути, посещая колонии, места не столь отдаленные, я слышала их сотни таких историй. И вы, наверное, уже за всю свою деятельность слышали десятки тысяч. Но тем не менее, что вы услышали сейчас в этих историях? Какой главный посыл к молодежи? Главное, это, что они осознали. Это главное. Осознали, и это поворот изменения своих поведений. Это что прийти сюда, с вами поговорить на весь народ, показать себя, рассказать о своем деянии. И это очень такая мужественная поступок, я считаю. Я думаю, они осознали свои поступки, наверное, дальше будет хорошо у них дальше. Я уверена, что в вашей жизни должно произойти чудо. А чудо вы формируете отчасти и сами. Я уверена, что люди, которые будут встречаться вам с этих пор на пути, будут только добрее и еще раз добрее. После осознания наступает какой-то самый светлый момент, когда ты приходишь и понимаешь, что где-то поступал неправильно, и что бумеранг тоже не заставил себя ждать. Если вам будет нужна помощь по трудоустройству, может быть, по курсам вождения, наша редакция программы «Откровенный разговор», мы готовы прийти к вам на помощь. Спасибо. Спасибо вам за ваше откровение. Я уверена, что вот эти истории, они послужат большим примером для того, как не нужно поступать в этой жизни. Знаю, что эксперты хотели бы высказаться. Столетиями ученые изучают психологию преступника. Что к этому приводит? В основном делится на две группы. Это насильственные и корыстные. Что способствует? Ну, алкоголь, конечно. Да? Вот в ваших случаях там было вроде благородно, да? Вы заступились, обида была за собаку, вы заступились за сестру. У вас был случай, ну, просто как несчастный, можно сказать. Да, это несчастный случай. Я хочу рассказать вот такую для молодых ребят историю, она очень редко встречается. Два парня просто играли, молодых человека, и вот знаете, как в грудь вот так кулаком друг другу. И кулак одного вступил в резонанс с ударом сердца. И парень моментально умер, то есть сердце остановилось. Поэтому вот даже игры такие, которые мы видим у подростков, ребят могут привести к печальному случаю. Ну, понятно все, да, алкоголь, конечно, но вот самое главное, наставников не было, да, какая среда. Но самое главное, обязательно, особенно у мужчин, у мальчиков, у юношей, у взрослых мужчин, у пожилых мужчин, у вас обязательно должна быть цель в жизни. Мальчику 5 лет ставьте цель, 15 тоже.
И вот ради этих целей мужчины, женщины знают свои цели, мужчинам постоянно надо ставить цели. Давайте поинтересуемся. Вот на сегодняшний день, Аслан, я вижу, что вы всплакнули, растрогались. Какая цель у вас? Хорошо жить, завести семью? Да. Может быть, встретиться с дочерью? Но я тоже об этом задумался. А как ее зовут? Даже Вы не знаете? У вас нет смелости, вы не находите в себе смелости просто увидеться? не знаю, как-то в душе думаю, сердце не выдержит. А ведь дочери такие заботливые. Ну, не знаю, как она отнесется ко мне. Ну как она отнесется? Она назовет вас папой. Может, Вы хотели бы услышать это слово? да. Я вижу, что вот вы сейчас абсолютно искренне. Если вы вдруг надумаете увидеться с дочерью, дайте нам знать. Хорошо. И мы вместе навестим ее. Хорошо? Хорошо. Я вам Спасибо. даю просто слово, что мы вместе с вами съездим. Спасибо. Сегодня, когда прошло столько лет, в местах не столь отдаленных, когда вы отсидели срок, когда вы сегодня, осознав, пришли в студию для того, чтобы поделиться своими грустными, но поучительными историями. Вот у вас есть такая замечательная возможность, может быть, обратиться к тем, кого вы обижали, кого вы, может быть, задели, или ограбили, или неправильно поступили, или лишили кормильца семьи. Скажите, обратитесь вот прямо в экран. Да, я бы хотел, пользуясь таким случаем, кого я обидел, кому сделал плохое, простить меня. И все. Мне бы это. И хотел бы сказать, что вот сейчас молодые ребята, много вот это, как вы говорите, там клубы, там вот это развлечения. Никогда не выясняйте отношения по пьянке. Это до хорошего не доведет. Если хотите что-то, лучше на трезвую голову. Так и будет справедливее. Аида, Азим, извините меня. Я больше не буду так. Может быть, вы обратитесь к дочери? Обратитесь. Не знаю как. Мои глубочайшие, как говорится, извинения и соболезнования. И очень сожалею, что, конечно, так сложилось. Я со своей стороны еще постараюсь облегчить этот тяжелый случай, чтобы как-то было легче. Ну, конечно, не изменишь, но изменить, конечно, трудно. Воскресить не воскресишь. Ну, помочь всегда помогу. Если нужно будет помочь, помогу. По-своему, как должен. Аслан, вот сейчас есть возможность все-таки обратиться к дочери. Она почувствует сердцем, что вы ее отец. Можно лучше к своим обращусь? У Хорошо. кого работал? Хорошо. Азим, заберите меня на работу. Я больше не буду так делать. А кто такой Азим? Работодатель. У вас есть его номер? Мы готовы с ним переговорить. Хорошо? И если вы надумаете съездить к дочери, мы также даем вам обещание, что мы вместе поедем с вами. Я хочу просто сказать слово благодарности вам.
в этой передаче, что это вы есть, что вы затрогали миллионы людей. Эти люди, да, отступились когда-то. Но сегодня, придя в эту студию, мне кажется, они сказали, когда они до этого не говорили, и лучше никогда не скажут нигде. Это очень большая такая работа, вы провели среди именно молодежи. Так нельзя делать. Вам спасибо большое за эту передачу. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить учреждение ГСИН за организацию, за приход наших героев программы. Уверена, что та фраза, которая звучит столько лет, «Мудрый человек учится на чужих ошибках». Услышьте, столько откровений сегодня прозвучало и будет звучать в этой студии «Откровенный разговор». С вами была я, Асоль Молдокматова. Ровно через неделю мы будем говорить с вами откровенно.